В архивах Службы национальной безопасности Кыргызстана хранится документ, о существовании которого не знали даже высокопоставленные чиновники правительства. Протокол номер 0547, датированный 23 апреля 2021 года, содержит детальные карты Баткинской области с красными линиями, пересекающими исторические границы. Этот документ был обнаружен случайно во время инвентаризации секретных материалов в январе 2022 года. На последней странице стоят 3 подписи, но имена скрыты грифом «Совершенно секретно». Кто подписал этот протокол? Почему карты показывают территории, которые официально никогда не обсуждались в парламенте? И самое главное, почему этот документ был засекречен сроком на 50 лет? Садыр Нургажоевич Жапаров родился 17 декабря 1968 года в селе Кенбулун Узгенского района Ошской области. Его отец, Нургожа Жапаров, работал простым механизатором в местном колхозе, мать занималась домашним хозяйством и воспитанием 5 детей. Садыр был третьим ребенком в семье и с детства отличался упрямым характером и стремлением к лидерству среди сверстников. В школе он не был отличником, но учителя отмечали его способность убеждать других и организовывать ребят для различных мероприятий. Одноклассники вспоминают, что Садыр всегда знал, чего хочет, и никогда не отступал от своих целей, даже если это приводило к конфликтам с учителями или родителями. После окончания средней школы в 1986 году Жапаров поступил в Волжский технологический институт на факультет механизации сельского хозяйства. Выбор специальности был продиктован скорее практическими соображениями, чем истинным призванием. В те годы диплом инженера-механика открывал двери к стабильной работе и неплохому заработку. Студенческие годы Садыра прошли в атмосфере перестройки и нарастающих национальных противоречий в Советском Союзе. Именно в институте он впервые столкнулся с идеями национального самосознания и начал задумываться о будущем кыргызского народа. Его сокурсники рассказывают, что Жапаров часто участвовал в дискуссиях о политике, хотя формально не состоял ни в каких политических организациях. В 1990 году, после получения диплома, Садыр вернулся в родной район и устроился работать инженером в местное сельскохозяйственное предприятие. Но работа механика его не удовлетворяла. Распад Советского Союза в 1991 году открыл новые возможности для амбициозных людей. Жапаров быстро понял, что в условиях хаоса и формирования новых экономических отношений можно сделать карьеру не на заводе, а в бизнесе. Он начал заниматься торговлей, сначала мелкой, потом все более масштабной. К середине 90-х годов у него уже был небольшой капитал и связи в деловых кругах Оша и Джалалабада. Но настоящий поворот в судьбе Жапарова произошел в 1997 году, когда он познакомился с группой политиков из окружения президента Аскара Акаева. Эти люди искали молодых, энергичных представителей южных регионов, которые могли бы стать проводниками политики центра на местах. Садыр идеально подходил под эти критерии. Он был южанином, имел деловую хватку, умел договариваться и не боялся рисковать. Через год после знакомства с влиятельными политиками Жапаров уже занимал должность в районной администрации, а еще через 2 года стал депутатом местного Кениша. Его карьера набирала обороты, но мало кто знал, что за каждым его шагом стояли серьезные покровители из столицы. В 2002 году Жапаров впервые попал в поле зрения спецслужб. Служба национальной безопасности начала проверку его деловых связей после поступления информации о возможной причастности к контрабанде товаров из Китая. Проверка длилась несколько месяцев, но доказательств незаконной деятельности найдено не было.
Однако в архивах СНБ осталось досье на Садыра Жапарова, в котором были зафиксированы все его контакты, поездки и финансовые операции. Это досье станет важным инструментом давления на него в будущем, но пока Жапаров об этом не подозревал. Он продолжал строить свою карьеру, балансируя между бизнесом и политикой, между южными кланами и столичной элитой. Тюльпановая революция 2005 года стала для Жапарова временем выбора. Когда толпы протестующих вышли на улицы Бишкека и Оша, требуя отставки президента Акаева, Садыр оказался перед дилеммой. С одной стороны, его покровители были связаны со старым режимом, с другой стороны, народный гнев был настолько силен, что поддержка Акаева могла стоить карьеры и даже жизни. Жапаров выбрал третий путь. Он не выступил открыто ни на одной из сторон, но через своих людей поддерживал связь с лидерами оппозиции. Когда Акаев бежал из страны, Садыр уже имел контакты в новом правительстве. Эта способность вовремя менять союзников станет его главным политическим талантом. При новом президенте Курманбеке Бакиеве Жапаров получил должность в одной из государственных компаний, занимавшихся энергетикой. Официально он отвечал за развитие региональных проектов. Но на деле его задачей было лоббирование интересов определенных бизнес-групп в правительстве. Именно в этот период Садыр познакомился с представителями таджикских деловых кругов, которые искали возможности для инвестиций в Кыргызстан. Эти знакомства казались обычными деловыми контактами, но позже они сыграют ключевую роль в истории с Баткинским протоколом. Пока же Жапаров укреплял свои позиции, накапливал капитал и расширял сеть влияния. В 2009 году против Жапарова было возбуждено первое уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве при распределении земельных участков в Волжской области. По версии следствия, Садыр использовал служебное положение для передачи ценных земель своим родственникам и партнерам по бизнесу. Дело было громким. В прессе появились публикации о коррупции в окружении президента Бакиева. Жапаров категорически отрицал все обвинения, утверждая, что это политический заказ со стороны конкурентов. Суд длился почти год, и в итоге Садыр был оправдан за недостаточностью доказательств. Но этот процесс научил его важному уроку в политике: нет друзей, есть только временные союзники, и каждый может стать врагом. Апрельская революция 2010 года снова перевернула политическую карту Кыргызстана. Президент Бакиев был свергнут, в стране началась новая волна передела власти и собственности. Жапаров на этот раз действовал более осторожно. Он не спешил примыкать к новым властям, предпочитая наблюдать за развитием событий из тени. Но его прошлые связи с режимом Бакиева не остались незамеченными. Против него было возбуждено новое уголовное дело. На этот раз по обвинению в организации массовых беспорядков. Следствие утверждало, что Жапаров финансировал протестные акции в Оше, которые привели к мешетническим столкновениям в июне 2010 года. Эти обвинения были гораздо серьезнее предыдущих. Садыр понимал, что на этот раз ему грозит реальный тюремный срок. Он нанял лучших адвокатов, мобилизовал все свои связи, но давление на него усиливалось. В 2012 году суд признал Жапарова виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Это был удар, от которого мало кто мог оправиться. Садыр оказался в колонии строгого режима. Его бизнес был разрушен, политическая карьера казалась законченной. Но даже за решеткой Жапаров не сдался. Он продолжал поддерживать связи с внешним миром через адвокатов и родственников, следил за политической ситуацией в стране и ждал своего часа. Тюрьма не сломила его, а наоборот, закалила и научила терпению. В колонии Жапаров стал своего рода лидером среди заключенных.
Он организовал систему взаимопомощи, улаживал конфликты, поддерживал дисциплину. Администрация колонии отмечала его как одного из самых влиятельных заключенных, но при этом не нарушающего режим. Садыр понимал, что любой проступок может продлить его срок, поэтому вел себя образцово. Но внутри он кипел от желания вернуться в политику и доказать всем, что его рано списали со счетов. Он читал книги по истории, философии, изучал опыт политических лидеров, которые приходили к власти после тюремного заключения. Нельсон Мандела стал для него примером того, как можно превратить тюремный срок в политический капитал. В 2017 году в Кыргызстане произошла очередная смена власти. Президентом стал Сооронбай Жээнбеков, и политический климат в стране начал меняться. Сторонники Жапарова активизировались, требуя его освобождения и пересмотра дела. Они организовывали митинги, собирали подписи, обращались в международные правозащитные организации. Садыр из тюрьмы координировал эти действия, превращаясь в символ политического преследования. Его имя стало известно не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Правозащитники называли его политическим заключенным, власти настаивали на законности приговора. Но общественное мнение постепенно склонялось в пользу Жапарова. Летом 2019 года Верховный суд Кыргызстана неожиданно принял решение о пересмотре дела Жапарова. Официальной причиной стали процессуальные нарушения, допущенные во время первого суда. Но многие политические аналитики видели в этом решении признак того, что в верхах власти идет борьба между различными группировками, и кто-то решил использовать Жапарова как козырь в этой игре. Пересмотр дела затянулся на несколько месяцев, но в итоге приговор был смягчен. Садыр вышел на свободу в августе 2019 года, отсидев чуть больше 7 лет. Его встречали как героя. Тысячи сторонников собрались у ворот колонии, скандируя его имя. Выйдя на свободу, Жапаров сразу же окунулся в политику. Он объявил о создании новой партии «Микенчел», что означает «патриоты». Программа партии была построена на националистических лозунгах, критике коррупции и обещаниях вернуть Кыргызстану былое величие. Садыр выступал на митингах, давал интервью, активно использовал социальные сети для продвижения своих идей. Его харизма и образ борца с системой привлекали людей, уставших от бесконечной череды коррупционных скандалов и политической нестабильности. За несколько месяцев Микенчел стала одной из самых популярных партий в стране, особенно на юге, где Жапаров имел прочную поддержку. Но не все были рады возвращению Жапарова в политику. Президент Жээнбеков и его окружение видели в Садыре угрозу своей власти. Против него начали новую кампанию в прессе, обвиняя в связях с криминалом и популизме. Были попытки возбудить новые уголовные дела, но они не находили поддержки в обществе. Жапаров умело играл на чувствах людей, представляя себя жертвой политических репрессий. Каждая атака на него только усиливала его популярность. К началу 2020 года стало ясно, что Садыр Жапаров превратился в серьезную политическую силу, с которой придется считаться. Весной 2020 года в мире началась пандемия коронавируса, которая не обошла стороной и Кыргызстан. Страна оказалась не готова к такому вызову. Система здравоохранения была слабой, экономика начала рушиться, люди теряли работу и доходы. Правительство вводило карантинные меры, но они только усугубляли ситуацию. Недовольство властью росло с каждым днем. Жапаров использовал эту ситуацию по максимуму. Он критиковал действия правительства, обвиняя его в некомпетентности и равнодушии к судьбе простых людей. Его партия организовывала помощь нуждающимся, раздавала продукты и медицинские маски, что еще больше укрепляло его имидж народного защитника.
4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли парламентские выборы, результаты которых вызвали массовые протесты. Оппозиция обвинила власти в фальсификациях и подкупе избирателей. Уже на следующий день тысячи людей вышли на улицы Бишкека, требуя отмены результатов выборов и отставки правительства. Протесты быстро переросли в беспорядки. Демонстранты штурмовали здания парламента и президентской администрации, освобождали заключенных из СИЗО. Среди освобожденных оказался и бывший депутат Садыр Жапаров, который находился под арестом по новому обвинению в организации незаконных митингов. Его освобождение стало переломным моментом в событиях тех дней. Появление Жапарова на площади было встречено ликованием толпы. Люди видели в нем лидера, способного вывести страну из кризиса. Садыр выступил перед протестующими, призвав их к порядку и обещав навести порядок в стране. Его речь была эмоциональной и убедительной. Он говорил о необходимости смены власти, о борьбе с коррупцией, о возвращении достоинства кыргызскому народу. Толпа скандировала его имя, требуя назначить его премьер-министром. Президент Жээнбеков оказался в изоляции, его команда разбежалась, силовые структуры отказались выполнять приказы. Власть в стране фактически оказалась вакантной, и Жапаров был готов ее взять. 6 октября 2020 года парламент Кыргызстана в экстренном порядке собрался на заседание и назначил Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Это решение было принято под давлением улицы, где тысячи его сторонников требовали именно такого исхода. Формально процедура назначения соответствовала Конституции, но фактически это был результат силового захвата власти. Жапаров понимал, что его положение шаткое, и ему нужно быстро легитимизировать свою власть. Он начал переговоры с различными политическими силами, обещая амнистию для участников протестов и проведение досрочных президентских выборов. Президент Жээнбеков пытался сопротивляться, но его позиции слабели с каждым днем. 15 октября 2020 года Сооронбай Жээнбеков объявил о своей отставке, заявив, что не хочет кровопролития и готов уступить власть ради мира в стране. Его отставка открыла Жапарову путь к президентскому креслу. Согласно Конституции, исполняющим обязанности президента должен был стать спикер парламента, но Садыр быстро договорился с депутатами, и они избрали его и на эту должность. Теперь в его руках была сосредоточена вся полнота власти. Он контролировал правительство, парламент и президентский аппарат. Оппозиция была деморализована, силовые структуры присягнули на верность новому лидеру. Жапаров достиг того, о чем мечтал долгие годы в тюремной камере. Но власть принесла с собой и новые проблемы. Страна находилась в глубоком экономическом кризисе, обостренном пандемией и политической нестабильностью. Бюджет был пуст, внешний долг рос, инвесторы бежали из страны. Жапарову нужны были деньги и срочно. Он начал искать источники финансирования, обращаясь к традиционным партнерам Кыргызстана, России и Китаю. Но эти страны выдвигали свои условия, требуя политических и экономических уступок. Садыр понимал, что ему придется идти на компромиссы, но он не был готов отдавать стратегические активы страны. Тогда на горизонте появился неожиданный партнер – Таджикистан. Отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном всегда были сложными. Две страны имели неделимитированную границу протяженностью более 970 километров, что регулярно приводило к конфликтам из-за спорных территорий. Особенно напряженная ситуация была в Баткенской области, где кыргызские и таджикские села располагались вперемешку, а граница проходила по руслам рек и горным хребтам, которые постоянно меняли свои очертания. Каждый год происходили стычки между местными жителями из-за пастбищ,
водных ресурсов и земельных участков. Власти обеих стран пытались решить проблему дипломатическим путем, но переговоры заходили в тупик. В ноябре 2020 года, через месяц после прихода к власти, Жапаров получил неожиданное предложение от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Таджикская сторона предлагала масштабный инвестиционный проект в Баткинской области, строительство дороги, которая соединила бы таджикский анклав Ворух с основной территорией Таджикистана через кыргызскую территорию. Взамен Душанбе был готов предоставить Бишкеку кредит на сумму в $500 миллионов под символический процент и инвестировать в развитие приграничных районов. Для Жапарова, остро нуждавшегося в деньгах, это предложение выглядело очень привлекательно. Но было одно условие, которое таджикская сторона озвучила только в устной форме. Таджикистан требовал пересмотра границы в нескольких ключевых точках Баткинской области. Речь шла о территориях общей площадью около 20 квадратных километров, на которых располагались стратегически важные высоты и водные источники. Официально это должно было быть оформлено как взаимный обмен территориями, но фактически Кыргызстан отдавал более ценные земли. Таджикская сторона настаивала на том, что без решения пограничного вопроса никаких инвестиций не будет. Жапаров оказался перед сложным выбором. С одной стороны, ему нужны были деньги для стабилизации ситуации в стране. С другой стороны, любая уступка территорий могла вызвать мощную волну протеста и обвинения в предательстве национальных интересов. Садыр решил действовать тайно. В декабре 2020 года он создал специальную рабочую группу из доверенных лиц, которая должна была проработать детали соглашения с Таджикистаном. В группу вошли несколько высокопоставленных чиновников из администрации президента, представители Службы национальной безопасности и Министерства иностранных дел. Все участники подписали соглашение о неразглашении. Переговоры велись в обстановке строжайшей секретности, без протоколов и официальных документов. Таджикская сторона также действовала максимально осторожно, понимая, что любая утечка информации может сорвать сделку. Встречи проходили на нейтральной территории, в закрытых резиденциях, куда не допускались даже охранники. К концу декабря 2020 года был подготовлен черновой вариант соглашения. Документ состоял из 12 страниц и содержал детальное описание территорий, подлежащих обмену, сроки реализации проекта строительства дороги и условия предоставления кредита. Особое внимание уделялось механизмам сокрытия истинного характера сделки от общественности. Планировалось представить соглашение как техническую корректировку границы на основе исторических карт и взаимной уступки обеих сторон. Кредит должен был быть оформлен как помощь в борьбе с последствиями пандемии, а строительство дороги как совместный инфраструктурный проект. Все выглядело вполне безобидно на бумаге, но суть оставалась прежней. Кыргызстан отдавал часть своей территории за деньги. 10 января 2021 года в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы, на которых Садыр Жапаров одержал убедительную победу, получив более 80% голосов. Его главные конкуренты даже не смогли набрать по 10% каждый. Это была триумфальная победа, которая легитимизировала его власть и дала ему мандат на проведение реформ. В своей инаугурационной речи Жапаров пообещал бороться с коррупцией, укреплять экономику и защищать национальные интересы Кыргызстана. Он говорил о необходимости мирного решения всех пограничных споров с соседями и развитии добрососедских отношений. Никто из присутствующих на церемонии не знал, что в этот момент в сейфе президентского кабинета уже лежал проект секретного соглашения с Таджикистаном.
Сразу после инаугурации Жапаров активизировал работу по подготовке соглашения. Он лично встретился с президентом Рахмоном на неформальном саммите в Казахстане, где они обсудили финальные детали сделки. Таджикская сторона настаивала на ускорении процесса, опасаясь, что информация может просочиться в прессу. Рахмон предложил подписать протокол уже в феврале 2021 года, но Жапаров попросил отсрочки, объясняя это необходимостью подготовить общественное мнение. На самом деле, Садыр опасался реакции парламента и силовых структур, которые могли воспротивиться такой сделке. Ему нужно было время, чтобы расставить своих людей на ключевые посты и нейтрализовать потенциальных противников. В феврале 2021 года в Кыргызстане прошел референдум по изменению Конституции, на котором граждане проголосовали за переход к президентской форме правления. Это означало, что Жапаров получал еще больше полномочий и мог единолично принимать стратегические решения без согласования с парламентом. Оппозиция критиковала эти изменения, называя их шагом к авторитаризму, но большинство населения поддержало президента, веря в его обещание навести порядок в стране. Новая конституция вступила в силу в апреле 2021 года. И именно в этот момент Жапаров решил, что пришло время подписать соглашение с Таджикистаном. Теперь ему не нужно было спрашивать разрешения у парламента, он мог действовать самостоятельно. 23 апреля 2021 года в закрытой резиденции на берегу Иссык-Куля состоялась встреча представителей Кыргызстана и Таджикистана. Со стороны Кыргызстана присутствовали 3 человек: глава администрации президента, директор службы национальной безопасности и министр иностранных дел. Таджикскую делегацию возглавлял советник президента Рахмона по вопросам национальной безопасности. Встреча длилась несколько часов, в ходе которых стороны согласовали окончательный текст протокола. Документ был напечатан в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. В конце протокола стояли 3 подписи со стороны Кыргызстана и 2 со стороны Таджикистана. Имена подписавших не указывались, только должности. Протокол был помечен грифом «Совершенно секретно» и сроком засекречивания 50 лет. Содержание протокола было шокирующим. Кыргызстан передавал Таджикистану контроль над участком территории площадью 19,8 квадратного километра в районе села Кокташ Баткинской области. Эта территория включала стратегически важную высоту, с которой просматривалась вся долина и источник питьевой воды, снабжавший несколько кыргызских сел. Взамен Кыргызстан получал участок площадью 12,3 квадратного километра в менее ценном районе, без водных источников и с ограниченными возможностями для сельского хозяйства. Кроме того, протокол предусматривал строительство дороги через кыргызскую территорию, которая фактически разрезала бы несколько кыргызских сел и ограничила бы доступ местных жителей к их пастбищам. Но самым скандальным пунктом протокола было условие о компенсации. Таджикистан обязывался предоставить Кыргызстану кредит в размере $500 миллионов под 2% годовых на срок 20 лет. Однако в протоколе была оговорка, что кредит будет предоставлен не напрямую правительству Кыргызстана, а через специально созданную офшорную компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания должна была распределять средства на инфраструктурные проекты в Кыргызстане, но контроль над ней оставался у узкого круга лиц, близких к президенту Жапарову. Фактически это означало, что значительная часть кредита могла быть использована не по назначению, а осесть на счетах приближенных к власти людей. После подписания протокола документ был помещен в специальный сейф в здании Службы национальной безопасности Кыргызстана. Доступ к сейфу имели только 3 человека: директор СНБ,
глава администрации президента, и сам Жапаров. Таджикская копия протокола была передана лично президенту Рахмону и хранилась в его личном архиве. Обе стороны договорились, что информация о протоколе не будет разглашаться до тех пор, пока не будут завершены все подготовительные работы по реализации соглашения. Планировалось, что к концу 2021 года будут проведены необходимые изыскания, подготовлена документация, и только после этого соглашение будет представлено общественности как уже свершившийся факт. Но секреты имеют свойство выходить наружу. В мае 2021 года один из сотрудников СНБ, имевший доступ к архивам, случайно наткнулся на упоминание о протоколе номер 0547 в служебной переписке. Его заинтересовало, почему документ имеет такой высокий гриф секретности и почему о нем нет никакой информации в открытых базах данных. Он попытался получить доступ к самому протоколу, но ему было отказано под предлогом отсутствия необходимого уровня допуска. Это еще больше разожгло его любопытство. Сотрудник начал неофициально расспрашивать коллег, пытаясь выяснить, что за документ скрывается под этим номером. Слухи начали распространяться внутри спецслужбы. К июню 2021 года информация о существовании секретного протокола дошла до нескольких депутатов парламента, которые находились в оппозиции к Жапарову. Они попытались официально запросить информацию о протоколе через парламентский комитет по национальной безопасности, но получили отказ со ссылкой на государственную тайну. Это вызвало подозрения. Депутаты начали публично заявлять о том, что президент скрывает от народа какое-то важное соглашение, касающееся территориальной целостности страны. Пресса подхватила эту тему, начали появляться статьи с заголовками вроде «Что скрывает Жапаров» и «Секретный протокол, который может изменить карту Кыргызстана». Администрация президента пыталась замять скандал, но джин уже был выпущен из бутылки. В июле 2021 года ситуация обострилась. Жители Баткинской области начали замечать активность таджикских геодезистов на спорных участках границы. Местные жители сообщали, что таджикские специалисты проводят замеры, устанавливают маркеры и даже начинают подготовительные работы для строительства дороги. Когда кыргызские пограничники попытались остановить эти работы, им было сказано, что таджикская сторона действует на основании межправительственного соглашения, но никакого официального соглашения опубликовано не было. Местные жители были возмущены. Они организовали митинги протеста, требуя от властей объяснений. Ситуация грозила выйти из-под контроля. Жапаров понимал, что дальше скрывать существование протокола невозможно. Но он также понимал, что обнародование полного текста документа приведет к политическому кризису и может стоить ему президентского кресла. Он решил пойти на хитрость. В августе 2021 года президент выступил с официальным заявлением, в котором признал существование рабочего протокола с Таджикистаном по вопросам делимитации границы. Однако он представил этот документ как техническую договоренность, направленную на урегулирование спорных вопросов и предотвращение конфликтов. Жапаров заявил, что никакой передачи территорий не планируется, а речь идет лишь о взаимном обмене равноценными участками на основе исторических карт. Но общественность не поверила президенту. Оппозиционные политики требовали обнародования полного текста протокола и проведения парламентских слушаний. Правозащитные организации обвиняли Жапарова в попытке тайно продать часть территории страны. В социальных сетях началась кампания под хэштегом «Баткин не продается». Тысячи людей выходили на улицы Бишкека и других городов, требуя отставки президента и отмены секретного соглашения. Жапаров оказался в ловушке. Если он обнародует протокол, его обвинят в предательстве.
Если он продолжит скрывать детали, его обвинят в обмане народа. Ситуация становилась критической. В сентябре 2021 года на границе Кыргызстана и Таджикистана в районе села Кокташ произошел вооруженный конфликт. По официальной версии, столкновение началось из-за спора о водных ресурсах между местными жителями двух стран. Но многие эксперты считали, что конфликт был спровоцирован специально, чтобы отвлечь внимание от скандала с секретным протоколом. В ходе столкновений погибли несколько человек с обеих сторон, десятки были ранены. Кыргызские и таджикские военные были введены в зону конфликта, ситуация балансировала на грани полномасштабной войны. Только вмешательство международных посредников помогло остановить эскалацию. Но этот конфликт показал, насколько взрывоопасной была ситуация на границе. После конфликта Жапаров был вынужден пойти на уступки. Он объявил о создании специальной комиссии, которая должна была провести расследование обстоятельств подписания протокола и оценить его соответствие национальным интересам Кыргызстана. В комиссию вошли депутаты парламента, представители гражданского общества и независимые эксперты. Комиссии был предоставлен доступ к протоколу, но с условием, что члены комиссии подпишут соглашение о неразглашении. Работа комиссии длилась 2 месяца, в течение которых были проведены десятки заседаний, опрошены свидетели и изучены документы. Результаты работы комиссии должны были быть представлены в ноябре 2021 года. Но до публикации результатов дело не дошло. В конце октября 2021 года один из членов комиссии, депутат парламента от оппозиции, неожиданно умер при загадочных обстоятельствах. Официальная версия гласила, что он скончался от сердечного приступа. Но родственники депутата утверждали, что накануне он жаловался на угрозы и давление со стороны неизвестных лиц. Этот инцидент вызвал новую волну подозрений. Оппозиция обвинила власти в устранении неугодного свидетеля, который знал слишком много о секретном протоколе. Работа комиссии была приостановлена. Несколько ее членов заявили о выходе из состава, опасаясь за свою безопасность. В ноябре 2021 года Жапаров принял решение заморозить реализацию протокола. Он объявил, что все работы по делимитации границы и строительству дороги приостанавливаются до полного урегулирования спорных вопросов и достижения общественного консенсуса. Таджикская сторона была недовольна таким поворотом событий, но не могла открыто протестовать, так как само существование протокола официально не признавалось. Президент Рахмон направил Жапарову личное письмо, в котором выражал разочарование и предупреждал о возможных последствиях для двусторонних отношений. Но Садыр понимал, что в данный момент ему важнее сохранить власть внутри страны, чем выполнять обязательства перед Душанбе. К концу 2021 года скандал вокруг секретного протокола постепенно затих. Власти использовали все доступные методы для подавления информации. Несколько журналистов, активно освещавших эту тему, были обвинены в распространении ложной информации и оштрафованы. Оппозиционные сайты, публиковавшие материалы о протоколе, подверглись хакерским атакам и были временно заблокированы. Депутаты, требовавшие расследования, были лишены своих постов в парламентских комитетах. Жапаров использовал всю мощь административного ресурса, чтобы закрыть эту тему. И ему это удалось. К началу 2022 года о секретном протоколе почти перестали говорить. Но документ никуда не делся. Он по-прежнему хранился в сейфе СНБ, и информация о нем оставалась в архивах спецслужбы. Более того, копии протокола, сделанные членами расследовательской комиссии, также не были уничтожены. Они хранились у нескольких человек, которые рассматривали их как страховку на случай, если власти попытаются их устранить.
Эти копии стали своего рода бомбой замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент. И многие политические аналитики предсказывали, что рано или поздно полный текст протокола все же станет достоянием общественности. Вопрос был только в том, когда это произойдет и какие последствия это будет иметь для Жапарова и его режима. Что на самом деле содержалось в том протоколе? Действительно ли Жапаров планировал отдать часть территории Кыргызстана за деньги? Или это была сложная политическая игра, целью которой было получить финансирование от Таджикистана без реальных территориальных уступок? Кто были те 3 человека, которые поставили свои подписи под документом? И почему один из членов расследовательской комиссии умер при загадочных обстоятельствах именно тогда, когда должны были быть обнародованы результаты расследования? Эти вопросы остаются без ответа, и, возможно, правда никогда не будет полностью раскрыта. Но одно ясно точно: секретный протокол стал одним из самых темных пятен в политической карьере Садыра Жапарова. Продолжение сценария. В январе 2022 года в Службе национальной безопасности Кыргызстана произошло событие, которое могло бы остаться незамеченным, если бы не его последствия. Во время плановой инвентаризации секретных документов младший сотрудник архива обнаружил несоответствие в журнале учета. Протокол номер 0547 числился в базе данных, но в описи отсутствовала информация о том, кто и когда последний раз запрашивал доступ к этому документу. Более того, электронная система фиксации показывала, что сейф, в котором хранился протокол, открывался трижды за последний месяц, но в журнале не было ни одной записи об этих открытиях. Сотрудник доложил о несоответствии своему начальству, но вместо благодарности получил строгий выговор и был переведен на другую должность. Этот инцидент заставил задуматься тех, кто знал о существовании протокола, кто-то пытался получить к нему доступ в обход официальных процедур. Через 2 недели после этого инцидента в Бишкеке произошла встреча, о которой не знали даже ближайшие соратники президента. Поздним вечером в одну из закрытых резиденций на окраине столицы прибыли 3 человека. Первым был глава администрации президента, человек, который контролировал все ключевые решения в стране. Вторым был директор СНБ, отвечавший за безопасность режима и хранение самых секретных документов. Третьим был человек, которого официально в Кыргызстане не существовало, представитель таджикской разведки, работавший под дипломатическим прикрытием. Встреча длилась более 3 часов, и ее содержание не записывалось ни на какие носители. Но на следующий день директор СНБ отдал распоряжение усилить охрану архива и установить дополнительные камеры наблюдения в помещении, где хранился злополучный протокол. Что обсуждалось на той встрече? По информации из источников, близких к администрации президента, таджикская сторона выразила серьезную обеспокоенность тем, что информация о протоколе может быть использована против обоих режимов. Для президента Рахмона любая утечка деталей соглашения означала бы обвинение в коррупции и попытки захвата чужих территорий. Для Жапарова это означало бы конец политической карьеры и возможное уголовное преследование за государственную измену. Таджикская разведка предложила радикальное решение уничтожить все копии протокола, включая ту, что хранилась в Душанбе. Но кыргызская сторона возражала, опасаясь, что уничтожение документа может быть истолковано как признание вины. В итоге было принято компромиссное решение: протокол останется в архивах, но будет создана легенда о том, что это всего лишь черновик, не имеющий юридической силы. Но проблема заключалась в том, что копии протокола существовали не только в официальных архивах. Как минимум 3 членов расследовательской комиссии сделали фотографии документа на свои мобильные телефоны.
прежде чем подписать соглашение о неразглашении. Один из них, бывший депутат парламента, хранил эти фотографии на зашифрованном облачном сервере, доступ к которому имели только он и его адвокат. После загадочной смерти его коллеги по комиссии этот депутат понял, что его жизнь тоже может быть в опасности. Он принял решение покинуть Кыргызстан и уехал в Турцию, где у него были родственники и деловые связи. Перед отъездом он передал копию протокола своему адвокату с инструкцией, если с ним что-то случится, документ должен быть опубликован в международных СМИ. В феврале 2022 года в Стамбуле произошло событие, которое могло изменить всю ситуацию. Бывший депутат, находившийся в эмиграции, дал интервью одному из турецких телеканалов, в котором намекнул на существование секретного соглашения между Жапаровым и Рахмоном. Он не называл конкретных деталей, но заявил, что располагает доказательствами попытки продажи кыргызских территорий. Интервью вызвало резонанс в кыргызских социальных сетях, но официальные СМИ проигнорировали его. Администрация президента выпустила короткое заявление, в котором назвала слова бывшего депутата клеветой и провокацией со стороны врагов государства. Но за кулисами началась паника. Спецслужбы получили задание любой ценой выяснить, какими именно доказательствами располагает иммигрант и где они хранятся. Через неделю после интервью адвокат бывшего депутата в Бишкеке получил странный телефонный звонок. Неизвестный мужчина предложил ему крупную сумму денег за информацию о местонахождении копий протокола. Адвокат отказался и немедленно сообщил об этом своему клиенту в Стамбуле. Депутат понял, что за ним следят, и принял дополнительные меры безопасности. Он переехал на другую квартиру, сменил телефонный номер и ограничил круг общения. Но самое главное, он передал еще одну копию протокола журналисту из Международной правозащитной организации, которая специализировалась на расследовании коррупции в постсоветских странах. Теперь копий протокола стало еще больше, и контролировать их распространение становилось все сложнее. В марте 2022 года ситуация на кыргызско-таджикской границе снова обострилась. В районе села Кокташ местные жители обнаружили, что таджикские рабочие возобновили подготовительные работы для строительства дороги. Несмотря на официальное заявление Жапарова о заморозке проекта, работы продолжались, но теперь они велись в ночное время и с использованием минимального количества техники, чтобы не привлекать внимания. Кыргызские пограничники докладывали о нарушениях, но получали приказ не вмешиваться. Это вызвало возмущение среди местного населения. Жители нескольких сел организовали дежурство и начали самостоятельно патрулировать спорные участки границы, не допуская таджикских рабочих на территорию, которую они считали своей. 28 марта 2022 года произошел инцидент, который едва не привел к новому вооруженному конфликту. Группа кыргызских жителей села Кокташ попыталась остановить таджикских рабочих, которые устанавливали бетонные столбы на спорном участке. Завязалась драка, в ходе которой несколько человек с обеих сторон получили травмы. На место прибыли таджикские пограничники, которые открыли предупредительный огонь в воздух. Кыргызские пограничники ответили тем же. В течение нескольких часов ситуация балансировала на грани перестрелки. Только экстренное вмешательство командования пограничных войск обеих стран помогло избежать кровопролития. Но этот инцидент показал, что напряжение на границе достигло критической точки. После инцидента Жапаров был вынужден публично прокомментировать ситуацию. В своем выступлении он заявил, что правительство Кыргызстана не допустит нарушения территориальной целостности страны и что все работы на границе ведутся исключительно в рамках согласованных двусторонних договоренностей.
Он также обвинил оппозицию в раздувании конфликта и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Но его слова не убедили ни местных жителей, ни оппозиционных политиков. Они требовали конкретных действий, прекращения всех работ на спорных участках и публикации полного текста всех соглашений с Таджикистаном. Жапаров оказался в ситуации, когда любое его действие могло привести к непредсказуемым последствиям. В апреле 2022 года в игру вступил новый игрок. Российская Федерация, традиционно имевшая сильное влияние в регионе, выразила обеспокоенность эскалацией напряженности на кыргызско-таджикской границе. Москва предложила свои услуги в качестве посредника для урегулирования конфликта. Официально это было представлено как забота о стабильности в регионе и защите интересов союзников по ОДКБ. Но на самом деле у России были свои интересы. Кремль опасался, что затяжной конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном может быть использован другими игроками, в первую очередь Китаем, для усиления своего влияния в Центральной Азии. Кроме того, российские спецслужбы располагали собственной информацией о секретном протоколе и хотели использовать ее как инструмент давления на оба режима. Жапаров принял предложение России о посредничестве, но с оговорками. Он настаивал на том, что любые переговоры должны вестись на основе уважения суверенитета Кыргызстана и без вмешательства во внутренние дела страны. Президент Рахмон также согласился на российское посредничество, но выдвинул свои условия: все договоренности, достигнутые ранее, должны быть выполнены, иначе Таджикистан будет вынужден искать других партнеров для решения своих проблем. Эта завуалированная угроза была направлена не только на Кыргызстан, но и на Россию. Рахмон давал понять, что если Москва не поможет ему получить желаемое, он может обратиться к Китаю, который уже давно проявлял интерес к инфраструктурным проектам в регионе. В мае 2022 года в Москве состоялась закрытая встреча представителей 3 стран России, Кыргызстана и Таджикистана. Со стороны России переговоры вел заместитель министра иностранных дел, имевший большой опыт работы в Центральной Азии. Кыргызстан представлял министр иностранных дел, один из тех, кто подписывал злополучный протокол. Таджикистан направил своего советника по национальной безопасности. Встреча длилась 2 дня, и ее результаты не были обнародованы. Но источники, близкие к переговорному процессу, сообщали, что российская сторона предложила компромиссный вариант заморозить реализацию секретного протокола на неопределенный срок, но при этом начать официальные переговоры по делимитации границы с участием международных экспертов и под эгидой ОДКБ. Этот компромисс устраивал Жапарова, так как позволял ему выиграть время и снять с себя обвинения в тайной продаже территорий. Но Рахмон был недоволен. Он вложил значительные ресурсы в подготовку проекта строительства дороги и рассчитывал на быструю реализацию соглашения. Заморозка протокола означала для него потерю времени и денег. Кроме того, внутри Таджикистана росло недовольство тем, что анклав Ворух по-прежнему остается отрезанным от основной территории страны. Рахмон нуждался в быстром решении проблемы, чтобы укрепить свои позиции внутри страны. Поэтому он выдвинул встречное предложение: если Кыргызстан не готов выполнять условия протокола, то Таджикистан оставляет за собой право действовать в одностороннем порядке. Что означало это заявление? Фактически, Рахмон угрожал силовым решением проблемы. У Таджикистана была одна из самых боеспособных армий в регионе, закаленная в гражданской войне 90-х годов и конфликтах на афганской границе. Кыргызская армия, напротив, была слабо оснащена и не имела опыта серьезных боевых действий. В случае военного конфликта Кыргызстан мог рассчитывать только на помощь союзников по ОДКБ, в первую очередь России. Но Москва давала понять, что не готова автоматически вступать в конфликт на стороне Бишкека.
если сам Кыргызстан спровоцировал ситуацию своими действиями. Жапаров оказался в ловушке, с одной стороны. Он не мог выполнить условия секретного протокола из-за внутриполитического давления. С другой стороны, он не мог допустить военного конфликта, который мог стоить ему власти. В июне 2022 года напряжение на границе достигло пика. Таджикские военные начали концентрировать войска в районе спорных территорий. Кыргызская сторона ответила тем же. Обе страны объявили о проведении военных учений в приграничных районах. Международные наблюдатели предупреждали о высоком риске случайного инцидента, который мог перерасти в полномасштабную войну. Генеральный секретарь ООН призвал стороны к сдержанности и возобновлению диалога. Россия и Китай также выступили с заявлениями, призывающими к мирному решению конфликта. Но ситуация продолжала ухудшаться. Местные жители начали покидать приграничные села, опасаясь начала боевых действий. Именно в этот критический момент произошло событие, которое изменило весь ход конфликта. 11 июня 2022 года на одном из оппозиционных новостных сайтов, работающем из-за рубежа, была опубликована статья под заголовком «Секретный протокол Жапарова. Полный текст и доказательства предательства». В статье были приведены сканы всех 12 страниц протокола номер 0547, включая страницу с подписями. Имена подписавших были скрыты, но должности указывались четко: глава администрации президента Кыргызстана, директор СНБ Кыргызстана, министр иностранных дел Кыргызстана, советник президента Таджикистана по национальной безопасности и заместитель министра иностранных дел Таджикистана. Публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В течение нескольких часов статья была перепечатана десятками СМИ и разошлась по социальным сетям. Кыргызский сегмент интернета буквально взорвался от возмущения. Люди требовали немедленной отставки Жапарова и всех, кто был причастен к подписанию протокола. Оппозиционные политики призывали к массовым протестам. Уже к вечеру 11 июня на центральной площади Бишкека собрались несколько тысяч человек, требующих объяснений от президента. Жапаров был вынужден выступить с экстренным обращением к нации. В своей речи он назвал публикацию фальшивкой, созданной врагами Кыргызстана для дестабилизации ситуации в стране. Он заявил, что никакого секретного протокола не существует, а документ, опубликованный в интернете, является грубой подделкой. Но его слова не убедили никого. Слишком много деталей в опубликованном документе совпадало с той информацией, которая просочилась ранее. Кроме того, несколько независимых экспертов провели анализ сканов и заявили, что документ выглядит подлинным. Печати, водяные знаки, формат оформления — все соответствовало стандартам, принятым в государственных учреждениях Кыргызстана и Таджикистана. Протесты усиливались. К вечеру 12 июня на площади уже собрались десятки тысяч человек. Демонстранты требовали не только отставки Жапарова, но и проведения досрочных выборов, а также уголовного преследования всех, кто был причастен к подписанию протокола. Ситуация выходила из-под контроля. 13 июня 2022 года Жапаров провел экстренное совещание с руководством силовых структур. На совещании обсуждался вопрос о возможности разгона протестов силовым путем. Министр внутренних дел доложил, что полиция готова выполнить приказ, но предупредил о высоком риске жертв среди демонстрантов и силовиков. Командующий Национальной гвардией заявил, что его подразделения не будут применять оружие против мирных граждан. Директор СНБ сообщил, что по данным разведки, среди протестующих присутствуют провокаторы, которые могут попытаться спровоцировать насилие.
Жапаров оказался перед выбором либо идти на силовой разгон и рисковать превратиться в диктатора в глазах мирового сообщества, либо искать компромисс с протестующими. Вечером 13 июня президент принял неожиданное решение. Он объявил о создании специальной парламентской комиссии, которая получит полный доступ ко всем документам, касающимся отношений с Таджикистаном, включая спорный протокол. Комиссия должна была провести независимое расследование и представить свои выводы в течение 2 недель. Кроме того, Жапаров пообещал, что если комиссия установит факт нарушения закона при подписании протокола, все виновные будут привлечены к ответственности, включая высокопоставленных чиновников. Это заявление несколько успокоило протестующих, но они не разошлись, заявив, что будут ждать результатов расследования на площади. Но пока в Бишкеке бушевали протесты, в Душанбе разворачивалась своя драма. Публикация протокола поставила под удар и президента Рахмона. Таджикская оппозиция, хотя и жестко подавляемая властями, использовала эту информацию для критики режима. В социальных сетях появились публикации, обвиняющие Рахмона в попытке захвата чужих территорий и коррупции при распределении средств, выделенных на проект строительства дороги. Таджикские власти пытались заблокировать доступ к оппозиционным сайтам, но информация уже распространилась. Рахмон был вынужден выступить с опровержением, заявив, что Таджикистан никогда не претендовал на кыргызские территории и что все переговоры велись в рамках международного права. Но его слова также не убедили критиков. Ситуация осложнялась тем, что в самом Таджикистане существовали влиятельные группы, недовольные политикой Рахмона. Некоторые из них видели в скандале с протоколом возможность ослабить позиции президента и продвинуть своих людей во власть. Начались закулисные интриги, целью которых было использовать ситуацию для передела власти. Рахмон понимал, что ему нужно срочно переломить ситуацию в свою пользу. Он принял решение публично дистанцироваться от протокола, заявив, что документ был подготовлен без его ведома группой чиновников, которые превысили свои полномочия. Это было ложью, но Рахмон надеялся, что таким образом сможет снять с себя ответственность. 15 июня 2022 года в Таджикистане были арестованы двое высокопоставленных чиновников, советник президента по национальной безопасности и заместитель министра иностранных дел. Официально их обвинили в превышении полномочий и коррупции. Но все понимали, что это были козлы отпущения, которых Рахмон принес в жертву, чтобы спасти свою репутацию. Арестованные чиновники были изолированы от внешнего мира, им не разрешили встречаться с адвокатами. Ходили слухи, что их подвергают давлению, чтобы они взяли на себя всю вину за подписание протокола. Но оба чиновника отказывались признавать вину, утверждая, что действовали по прямому указанию президента. В Кыргызстане тем временем работа парламентской комиссии шла полным ходом. Комиссия получила доступ к архивам СНБ и изучила оригинал протокола. Эксперты подтвердили, что документ подлинный и что подписи на нем принадлежат тем лицам, которые указаны в должностях. Комиссия также опросила свидетелей, включая сотрудников администрации президента и СНБ, которые были причастны к подготовке и хранению протокола. Показания свидетелей подтверждали, что протокол был подписан с ведома и одобрения президента Жапарова. Более того, выяснилось, что Жапаров лично участвовал в нескольких встречах с таджикской стороной, на которых обсуждались детали соглашения. 27 июня 2022 года парламентская комиссия представила свой отчет. Выводы были однозначными. Протокол номер 0547 является подлинным документом, подписанным уполномоченными представителями Кыргызстана и Таджикистана.
Содержание протокола противоречит национальным интересам Кыргызстана и Конституции страны, так как предусматривает передачу части территории без одобрения парламента и народа. Комиссия рекомендовала признать протокол недействительным и привлечь к ответственности всех, кто был причастен к его подписанию, включая президента Жапарова. Публикация отчета вызвала новую волну протестов. Десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя импичмента президента. Жапаров оказался в критической ситуации. Парламент, в котором большинство составляли его сторонники, начал колебаться. Некоторые депутаты, опасаясь гнева избирателей, стали открыто критиковать президента и требовать его отставки. Силовые структуры также демонстрировали признаки нелояльности. Командующий Национальной гвардией публично заявил, что его подразделения не будут защищать режим, если он действует против интересов народа. Жапаров понимал, что его власть висит на волоске. Он попытался провести переговоры с лидерами оппозиции, предлагая им места в правительстве в обмен на прекращение протестов. Но оппозиция отказалась, требуя полной отставки президента и проведения досрочных выборов. 30 июня 2022 года Жапаров выступил с обращением к нации, в котором признал, что протокол действительно существует, но заявил, что он никогда не собирался его выполнять. По его словам, протокол был частью сложной дипломатической игры, целью которой было получить финансирование от Таджикистана без реальных территориальных уступок. Жапаров утверждал, что планировал в последний момент отказаться от выполнения условий протокола, сославшись на внутриполитические причины. Он просил народ поверить ему и дать шанс исправить ситуацию. Но его объяснения выглядели неубедительно. Слишком много фактов свидетельствовало о том, что Жапаров действительно собирался выполнить условия протокола, но был остановлен только из-за утечки информации. Протесты не прекращались. Более того, они начали распространяться на другие регионы страны. В Оше, Джалалабаде, Баткене тысячи людей выходили на улицы, требуя отставки Жапарова. Экономика страны оказалась парализованной. Предприятия останавливались, торговля замирала, туристы покидали страну. Международные партнеры Кыргызстана выражали обеспокоенность ситуацией и призывали к мирному решению кризиса. Россия предложила свое посредничество, но Жапаров отказался, опасаясь, что Москва использует ситуацию для усиления своего контроля над Кыргызстаном. Китай также предлагал помощь, но с условием, что Кыргызстан предоставит китайским компаниям доступ к стратегическим ресурсам страны. Жапаров оказался в изоляции. 5 июля 2022 года в парламенте Кыргызстана началось обсуждение вопроса об импичменте президента. Для начала процедуры импичмента требовалось 2/3 голосов депутатов. Жапаров и его команда пытались убедить депутатов проголосовать против импичмента, используя все доступные методы от обещаний и подкупа до угроз и шантажа. Но настроения в парламенте были против президента. Многие депутаты понимали, что поддержка Жапарова в этой ситуации означает политическое самоубийство. В итоге за начало процедуры импичмента проголосовали 83 депутата из 120, что значительно превышало необходимый порог. Процедура импичмента была запущена. Но Жапаров не собирался сдаваться без боя. Он использовал все свои связи и ресурсы, чтобы затянуть процесс и выиграть время. Его адвокаты подавали многочисленные жалобы и апелляции, пытаясь оспорить законность процедуры импичмента. Администрация президента организовала контрпротесты, на которые были согнаны сторонники Жапарова из южных регионов. Эти контрпротесты привели к столкновениям с оппозиционными демонстрантами. В нескольких городах произошли массовые драки, в результате которых десятки людей были ранены.
Ситуация в стране балансировала на грани гражданской войны. Международное сообщество призывало стороны к сдержанности, но призывы оставались без ответа. Кто в итоге победит в этом противостоянии? Сможет ли Жапаров удержать власть или будет вынужден уйти в отставку? Что станет с секретным протоколом и теми, кто его подписал? И самое главное, какие последствия этот кризис будет иметь для Кыргызстана и всего региона Центральной Азии? Ответы на эти вопросы определят будущее страны на многие годы вперед. Но одно ясно, уже сейчас секретный протокол стал не просто политическим скандалом, а символом того, как закулисные сделки и коррупция могут поставить под угрозу суверенитет целой страны. Продолжение сценария. 10 июля 2022 года в Бишкеке произошло событие, которое многие наблюдатели назвали переломным моментом кризиса. Рано утром к зданию парламента подъехала колонна военных грузовиков. Из машин вышли солдаты в полной боевой экипировке, но без опознавательных знаков. Они оцепили здание парламента, не пропуская внутрь ни депутатов, ни журналистов. Командир группы заявил, что действует по приказу Совета национальной безопасности и что парламент временно закрыт в связи с угрозой терактов. Но все понимали, что это была попытка Жапарова сорвать процедуру импичмента. Депутаты оппозиции немедленно объявили эти действия государственным переворотом и призвали народ выйти на защиту демократии. К полудню возле здания парламента собрались десятки тысяч человек, требующих вывода военных и возобновления работы парламента. Ситуация становилась все более напряженной. Солдаты получили приказ не применять силу, но и не отступать. Демонстранты пытались прорвать оцепление, но военные держали оборону. В воздухе висело ощущение, что в любой момент может начаться кровопролитие. Именно в этот критический момент произошло нечто неожиданное. Командующий Национальной гвардией генерал-майор Бакыта Муралиев публично заявил, что его подразделения не будут участвовать в блокаде парламента и что он считает действия военных незаконными. Более того, он приказал своим бойцам занять позиции между демонстрантами и солдатами, фактически встав на сторону протестующих. Это был беспрецедентный шаг, который показал, что даже силовые структуры начали отворачиваться от Жапарова. К вечеру 10 июля военные, блокировавшие парламент, получили приказ отступить. Официально это было объяснено тем, что угроза терактов миновала, но все понимали истинную причину. Жапаров понял, что не может рассчитывать на безоговорочную поддержку армии и что попытка силового решения кризиса может обернуться против него самого. Парламент возобновил свою работу, и процедура импичмента продолжилась. Депутаты работали круглосуточно, рассматривая все аспекты дела о секретном протоколе. Свидетели давали показания, эксперты представляли свои заключения, адвокаты президента пытались оспорить каждый пункт обвинения. Но перевес был явно не на стороне Жапарова. 15 июля 2022 года парламент Кыргызстана провел финальное голосование по вопросу об импичменте президента Садыра Жапарова. Для отстранения президента от должности требовалось не менее 2/3 голосов депутатов. Голосование было открытым, каждый депутат должен был публично заявить свою позицию. Атмосфера в зале заседаний была накалена до предела. Сторонники Жапарова пытались до последнего момента убедить колеблющихся депутатов проголосовать против импичмента. Но когда началось голосование, стало ясно, что президент проиграл. За импичмент проголосовали 92 депутата из 120. Это был сокрушительный результат, который не оставлял Жапарову никаких шансов сохранить власть. Сразу после объявления результатов голосования в зале заседаний раздались аплодисменты и крики ликования. Депутаты оппозиции обнимались и поздравляли друг друга с победой.
Но сторонники Жапарова покинули зал, не дожидаясь окончания процедуры. Возле здания парламента, где собрались тысячи людей, весть об импичменте была встречена взрывом радости. Люди пели, танцевали, обнимались с незнакомцами. Многие плакали от счастья, не веря, что им удалось добиться отставки президента мирным путем. Это был момент триумфа народной воли, но впереди страну ждали новые испытания. Отстранение Жапарова от власти было только началом долгого пути к восстановлению доверия и стабильности. Согласно Конституции, после отстранения президента от должности его обязанности должен был временно исполнять спикер парламента. Но спикер, который был близким соратником Жапарова, подал в отставку еще до голосования по импичменту, понимая, что его позиция стала несостоятельной. Парламент срочно избрал нового спикера, им стал опытный политик Омурбек Текибаев, который ранее сам подвергался политическим преследованиям и провел несколько лет в тюрьме. Текибаев был известен своей принципиальной позицией по вопросам территориальной целостности и борьбы с коррупцией. Его избрание на пост временно исполняющего обязанности президента было воспринято как сигнал о начале новой эры в политике Кыргызстана. Одним из первых решений Текибаева стало создание специальной следственной группы для расследования обстоятельств подписания секретного протокола. В группу вошли опытные следователи, прокуроры и эксперты по международному праву. Им было поручено установить всех лиц, причастных к подготовке и подписанию протокола, выяснить, какие средства были потрачены на реализацию проекта, и определить, был ли нанесен ущерб национальным интересам Кыргызстана. Следственная группа получила неограниченный доступ ко всем архивам и документам, включая секретные материалы СНБ и администрации президента. Работа группы должна была завершиться в течение 3 месяцев с представлением детального отчета и рекомендаций по привлечению виновных к ответственности. 20 июля 2022 года были арестованы 3 высокопоставленных чиновников, подписавших секретный протокол, бывший глава администрации президента, бывший директор СНБ и бывший министр иностранных дел. Им были предъявлены обвинения в государственной измене, превышении полномочий и коррупции. Максимальное наказание по этим статьям составляло пожизненное лишение свободы. Арестованные были помещены в следственный изолятор под усиленную охрану. Их адвокаты заявили, что их подзащитные действовали по прямому указанию президента Жапарова и что они готовы дать показания против него в обмен на смягчение приговора. Эти заявления создали новую волну интереса к делу и усилили давление на бывшего президента. Сам Жапаров после отстранения от должности находился в своей резиденции под домашним арестом. Ему было запрещено покидать территорию резиденции и общаться с кем-либо, кроме адвокатов и членов семьи. Следственная группа неоднократно вызывала его на допросы, но Жапаров отказывался давать показания, ссылаясь на право не свидетельствовать против себя. Его адвокаты утверждали, что все обвинения против их клиента являются политически мотивированными и что процедура импичмента была проведена с нарушениями. Они подали апелляцию в Конституционный суд, требуя признать импичмент незаконным и восстановить Жапарова в должности президента. Но шансы на успех этой апелляции были минимальными. Тем временем в Таджикистане разворачивалась своя драма. После ареста 2 высокопоставленных чиновников, подписавших протокол со стороны Таджикистана, началось их судебное разбирательство. Процесс проходил в закрытом режиме, без доступа прессы и общественности. По информации из источников, близких к суду, обвиняемые давали показания, в которых утверждали, что действовали по прямому указанию президента Рахмона. Они предоставили документы и записи разговоров, подтверждающие их слова. Эта информация создавала серьезную угрозу для Рахмона,
который до сих пор публично отрицал свою причастность к протоколу. Таджикские власти пытались не допустить утечки информации из зала суда, но слухи все равно просачивались наружу. 1 августа 2022 года в Кыргызстане были назначены досрочные президентские выборы. Временно исполняющий обязанности президента Текебаев объявил, что выборы состоятся через 3 месяца, в начале ноября. Это решение было принято для того, чтобы как можно быстрее восстановить легитимность власти и стабильность в стране. К участию в выборах были допущены все политические партии и независимые кандидаты, за исключением тех, кто был причастен к подписанию секретного протокола. Сам Текебаев заявил, что не будет баллотироваться на пост президента, так как считает своей задачей только обеспечить честные и прозрачные выборы. Его решение было встречено с уважением и укрепило его авторитет как честного политика. В предвыборную гонку вступили несколько кандидатов, представляющих различные политические силы. Среди них были как опытные политики, так и новые лица, не запятнанные связями с прежним режимом. Главными темами предвыборных кампаний стали борьба с коррупцией, защита территориальной целостности страны и восстановление доверия к власти. Кандидаты активно использовали историю с секретным протоколом, обещая, что подобное никогда не повторится. Избиратели внимательно следили за дебатами и программами кандидатов, понимая, что от их выбора зависит будущее страны. Явка на выборы обещала быть рекордной, так как люди хотели лично участвовать в определении судьбы Кыргызстана. 15 августа 2022 года следственная группа представила промежуточный отчет о своей работе. Отчет содержал шокирующие подробности о том, как готовился и подписывался секретный протокол. Выяснилось, что переговоры с таджикской стороной велись в течение почти года, начиная с ноября 2020 года. За это время было проведено более 20 встреч на различных уровнях, включая несколько личных встреч между Жапаровым и Рахмоном. На подготовку протокола и связанные с ним мероприятия было потрачено более 10 миллионов долларов из государственного бюджета, причем эти расходы были скрыты под видом других статей. Часть этих средств осела на личных счетах чиновников, причастных к делу. Отчет также раскрыл детали финансовой схемы, связанной с кредитом от Таджикистана. Оказалось, что офшорная компания, через которую должны были проходить средства, была зарегистрирована на подставных лиц. Но реальными бенефициарами были родственники и близкие друзья Жапарова. Планировалось, что значительная часть кредита будет использована не на инфраструктурные проекты, а на личное обогащение узкого круга лиц. Эта схема была тщательно продумана и включала множество промежуточных звеньев, чтобы скрыть истинных получателей денег. Но следователи смогли распутать эту сеть и установить всех участников коррупционной схемы. Публикация отчета вызвала новую волну возмущения в обществе. 25 августа 2022 года Генеральная прокуратура Кыргызстана предъявила официальные обвинения бывшему президенту Садыру Жапарову. Ему инкриминировались государственная измена, злоупотребление должностными полномочиями, коррупция в особо крупных размерах и организация преступного сообщества. Суммарно эти обвинения предусматривали наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет. Жапаров был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Его адвокаты продолжали настаивать на невиновности своего клиента, но доказательства, собранные следствием, были настолько убедительными, что шансы на оправдательный приговор были практически нулевыми. Судебный процесс должен был начаться в сентябре 2022 года. 1 сентября 2022 года в Верховном суде Кыргызстана начался судебный процесс по делу Садыра Жапарова и его сообщников.
Процесс был открытым, в зале суда присутствовали журналисты, представители общественных организаций и родственники обвиняемых. Прокурор зачитал обвинительное заключение, которое занимало более 100 страниц и содержало детальное описание всех преступлений, совершенных обвиняемыми. Затем слово было предоставлено защите. Адвокаты Жапарова попытались оспорить законность собранных доказательств, утверждая, что они были получены с нарушением процессуальных норм. Но судья отклонил эти возражения, признав все доказательства допустимыми. В ходе процесса были заслушаны показания десятков свидетелей, включая бывших чиновников, сотрудников спецслужб и экспертов. Многие из них давали показания против Жапарова, подтверждая, что он лично руководил подготовкой и подписанием секретного протокола. Особенно важными были показания бывшего главы администрации президента, который согласился сотрудничать со следствием в обмен на смягчение приговора. Он рассказал о том, как Жапаров лично встречался с представителями Таджикистана, обсуждал детали соглашения и давал указания по сокрытию информации от общественности. Эти показания стали ключевыми доказательствами вины бывшего президента. Сам Жапаров отказывался давать показания на протяжении большей части процесса. Он сидел в зале суда с каменным лицом, не реагируя на обвинения и показания свидетелей. Только в конце процесса, когда ему было предоставлено последнее слово, он выступил с длинной речью, в которой обвинил своих противников в организации заговора против него. Жапаров утверждал, что все обвинения сфабрикованы, что протокол был лишь дипломатическим маневром и что он всегда действовал в интересах Кыргызстана. Он призвал своих сторонников не верить лжи и продолжать борьбу за справедливость. Но его речь не произвела впечатления ни на судей, ни на присутствующих в зале. Все понимали, что это была последняя попытка оправдаться перед историей. 15 октября 2022 года Верховный суд Кыргызстана вынес приговор по делу Садыра Жапарова. Он был признан виновным по всем предъявленным обвинениям и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать все имущество Жапарова и его семьи, приобретенное за время его пребывания у власти. Бывший глава администрации президента получил 15 лет, бывший директор СНБ – 18 лет, бывший министр иностранных дел – 12 лет. Все они также были лишены права занимать государственные должности пожизненно. Приговор был встречен аплодисментами в зале суда и одобрением большинства граждан Кыргызстана. Это был символический момент, показавший, что никто не стоит выше закона. Но история с секретным протоколом на этом не закончилась. Оставался открытым вопрос о судьбе самого документа и о том, какие последствия он будет иметь для отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном. Новое руководство Кыргызстана официально объявило протокол недействительным и потребовало от Таджикистана прекратить все работы на спорных участках границы. Таджикская сторона первоначально отказывалась признавать недействительность протокола, ссылаясь на то, что он был подписан уполномоченными представителями обеих стран. Но под давлением международного сообщества и угрозой экономических санкций Душанбе был вынужден пойти на уступки. В ноябре 2022 года между Кыргызстаном и Таджикистаном было подписано новое соглашение о возобновлении переговоров по делимитации границы на основе международного права и с участием независимых экспертов. 3 ноября 2022 года в Кыргызстане состоялись досрочные президентские выборы. Явка избирателей составила более 70%, что было рекордным показателем за последние 20 лет. Победу одержал кандидат от оппозиционной партии, бывший премьер-министр Алмазбек Атамбаев,
который получил более 55% голосов в первом туре. Его главным предвыборным обещанием было восстановление доверия к власти, борьба с коррупцией и защита территориальной целостности страны. В своей инаугурационной речи новый президент пообещал, что история с секретным протоколом станет уроком для всех будущих поколений политиков и что подобное никогда не повторится. Он также объявил о создании специальной комиссии по реформированию системы государственного управления, чтобы исключить возможность принятия таких решений в обход парламента и народа. Но даже после всех этих событий многие вопросы остались без ответа. Кто именно был инициатором идеи секретного протокола? Была ли это личная инициатива Жапарова или за этим стояли более влиятельные силы? Какую роль в этой истории играли внешние игроки, такие как Россия и Китай? И самое главное, сколько еще подобных секретных соглашений существует в архивах постсоветских стран, о которых общественность ничего не знает? Эти вопросы продолжают волновать исследователей и журналистов, которые пытаются докопаться до истины. Но одно можно сказать с уверенностью: история с секретным протоколом Жапарова стала одним из самых значительных политических скандалов в истории современного Кыргызстана и показала, насколько хрупкой может быть демократия, когда власть концентрируется в руках одного человека. В декабре 2022 года Международная правозащитная организация опубликовала детальный доклад о событиях, связанных с секретным протоколом. Доклад был основан на интервью с участниками событий, анализе документов и экспертных оценках. В нем содержались выводы о том, что история с протоколом была не просто результатом коррупции и злоупотребления властью, но и следствием системных проблем в политической системе Кыргызстана. Слабость институтов, отсутствие эффективного контроля за действиями исполнительной власти, низкий уровень политической культуры — все это создавало благоприятную почву для подобных злоупотреблений. Доклад содержал рекомендации по реформированию политической системы, укреплению парламентского контроля и повышению прозрачности принятия решений. Эти рекомендации были переданы новому руководству Кыргызстана и стали основой для разработки программы политических реформ. Что касается судьбы самого Садыра Жапарова, то он начал отбывать свой срок в одной из колоний строгого режима на севере Кыргызстана. По информации из источников в пенитенциарной системе, бывший президент держится обособленно, не общается с другими заключенными и проводит большую часть времени в одиночной камере. Он отказывается от встреч с журналистами и не дает интервью. Его адвокаты продолжают подавать апелляции, пытаясь добиться пересмотра приговора, но пока все их попытки остаются безуспешными. Семья Жапарова покинула Кыргызстан и переехала в одну из стран Персидского залива, где у них есть недвижимость и счета в банках. Конфискованное имущество было передано государству и частично использовано для компенсации ущерба, нанесенного стране действиями бывшего президента. А что же стало с теми копиями протокола, которые хранились у различных людей? Большинство из них были переданы следственным органам и стали частью материалов уголовного дела. Но, по крайней мере, одна копия осталась у журналиста Международной правозащитной организации, который первым опубликовал документ. Эта копия хранится в надежном месте и рассматривается как историческое свидетельство того, как закулисные сделки могут угрожать суверенитету целых государств. Возможно, когда-нибудь этот документ будет выставлен в музее как напоминание о темных страницах истории Кыргызстана и о том, как важно защищать демократические институты и прозрачность власти. История секретного протокола Жапарова стала предметом многочисленных исследований, документальных фильмов и книг. Она преподается в университетах как пример того, как не должна функционировать власть в демократическом государстве.
Молодое поколение кыргызстанцев изучает эту историю, чтобы не повторить ошибок прошлого. Но самый важный урок, который можно извлечь из этой истории, заключается в том, что народ должен быть бдительным и не позволять власти действовать в обход закона и общественного контроля. Только так можно предотвратить подобные злоупотребления в будущем и построить действительно демократическое и правовое государство. Сегодня, спустя время после этих событий, Кыргызстан продолжает свой путь развития. Страна столкнулась с множеством вызовов экономическими трудностями, социальными проблемами, напряженностью на границах. Но опыт борьбы с коррупцией и защиты национальных интересов, полученный в ходе противостояния с режимом Жапарова, помог обществу стать более зрелым и сплоченным. Люди поняли, что демократия — это не данность, а результат постоянной борьбы и бдительности, и что только активная гражданская позиция может защитить страну от тех, кто готов продать ее интересы ради личной выгоды. История секретного протокола стала символом этой борьбы и напоминанием о том, что цена свободы и суверенитета — это постоянная готовность их защищать. Продолжение сценария. В январе 2023 года в архивах Службы национальной безопасности Таджикистана произошел инцидент, который мог бы остаться незамеченным, если бы не его последствия. Во время ночной смены один из охранников заметил, что дверь в хранилище особо секретных документов приоткрыта, хотя по регламенту она должна была быть опечатана. Когда провели проверку, выяснилось, что несколько папок с документами отсутствуют. Среди пропавших материалов была и таджикская копия протокола номер 0547. Руководство СНБ немедленно начало внутреннее расследование, но виновные так и не были найдены. Ходили слухи, что документы были изъяты по приказу сверху, чтобы окончательно уничтожить все следы компрометирующего соглашения. Но через несколько недель стало ясно, что копия протокола не была уничтожена, она просто сменила владельца. В феврале 2023 года в Душанбе начался закрытый судебный процесс над двумя арестованными чиновниками, подписавшими протокол со стороны Таджикистана. Процесс проходил в режиме строжайшей секретности. Даже родственникам обвиняемых не разрешалось присутствовать на заседаниях. По информации из источников, близких к суду, обвиняемые продолжали настаивать на том, что действовали по прямому указанию президента Рахмона. Они предоставили суду записи телефонных разговоров и копии служебных записок, подтверждающих их слова. Но суд отказался принять эти доказательства, сославшись на то, что они были получены незаконным путем. В итоге оба чиновника были признаны виновными в превышении полномочий и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Их семьи были вынуждены покинуть Таджикистан, опасаясь преследований. Но самым интригующим моментом в этой истории стало то, что произошло после вынесения приговора. Один из осужденных чиновников, бывший советник президента по национальной безопасности, перед отправкой в колонию передал своему адвокату запечатанный конверт с инструкцией вскрыть его только в случае, если с ним что-то случится. Через месяц после начала отбывания срока этот чиновник был найден мертвым в своей камере. Официальная версия гласила, что он покончил с собой, повесившись на простыне. Но его адвокат и родственники не верили в самоубийство, утверждая, что он был полон решимости бороться за свою реабилитацию и не мог добровольно уйти из жизни. После его гибели адвокат вскрыл конверт и обнаружил там копию протокола с личными пометками покойного и детальное описание всех встреч с президентом Рахмоном. Адвокат понимал, что эти документы представляют огромную опасность для него самого. Если власти Таджикистана узнают, что у него есть такие материалы, его жизнь окажется под угрозой. Он принял решение покинуть страну и передать документы международным правозащитным организациям.
В марте 2023 года адвокат под видом туриста выехал в Турцию, где встретился с представителями одной из крупнейших международных организаций, занимающихся расследованием коррупции. Он передал им все материалы, включая копию протокола и записи разговоров. Организация начала собственное расследование, целью которого было установить полную картину того, как готовилось и подписывалось секретное соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном. В апреле 2023 года международная организация опубликовала предварительные результаты своего расследования. Доклад содержал шокирующие подробности о том, что идея секретного протокола возникла не спонтанно, а была частью более масштабного плана по переделу влияния в Центральной Азии. Согласно документам, полученным организацией, в подготовке соглашения принимали участие не только кыргызские и таджикские чиновники, но и представители третьих стран, заинтересованных в дестабилизации региона. В докладе упоминались встречи с представителями крупных международных корпораций, которые были готовы финансировать проект строительства дороги через спорные территории в обмен на доступ к природным ресурсам региона. Эти откровения вызвали новую волну возмущения и поставили под сомнение официальные версии событий. Публикация доклада имела серьезные последствия для президента Рахмона. Внутри Таджикистана усилилась критика его политики, даже среди тех, кто ранее безоговорочно поддерживал режим. Оппозиционные группы, действующие из-за рубежа, использовали материалы доклада для обвинения Рахмона в коррупции и предательстве национальных интересов. Международное сообщество также обратило внимание на ситуацию. Несколько западных стран заморозили программы помощи Таджикистану, требуя проведения независимого расследования обстоятельств подписания протокола. Рахмон оказался в сложной ситуации, когда ему приходилось одновременно бороться с внутренней оппозицией и отвечать на вопросы международных партнеров. В мае 2023 года в Таджикистане произошли события, которые многие наблюдатели назвали началом конца эры Рахмона. В нескольких городах страны прошли несанкционированные митинги, участники которых требовали отставки президента и проведения досрочных выборов. Власти жестко подавили протесты, задержав сотни людей. Но это только усилило недовольство. В социальных сетях появились призывы к массовым акциям неповиновения. Ситуация осложнялась тем, что экономика Таджикистана находилась в тяжелом состоянии. Высокая безработица, низкие зарплаты, зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов — все это создавало взрывоопасную атмосферу. Скандал с секретным протоколом стал той искрой, которая могла поджечь пороховую бочку народного недовольства. Рахмон понимал, что ему нужно срочно переломить ситуацию. Он принял решение провести масштабную кадровую чистку в правительстве и силовых структурах. Были уволены несколько министров и высокопоставленных чиновников, которых обвинили в коррупции и некомпетентности. Президент также объявил о начале экономических реформ и повышении социальных выплат. Но эти меры не произвели ожидаемого эффекта. Люди не верили обещаниям власти, которая уже много раз их обманывала. Более того, кадровые перестановки были восприняты как попытка найти козлов отпущения и отвлечь внимание от главного виновника, самого президента. Протесты не прекращались, а наоборот, набирали силу. В июне 2023 года в Таджикистане произошел инцидент, который едва не привел к государственному перевороту. Группа офицеров Национальной гвардии попыталась захватить здание президентской администрации в Душанбе. По их заявлениям, они действовали во имя спасения страны от коррумпированного режима. Попытка переворота была подавлена силами, лояльными президенту, но сам факт того, что военные решились на такой шаг, показывал глубину кризиса.
Несколько десятков офицеров были арестованы и обвинены в государственной измене. Но многие эксперты считали, что это была не последняя попытка свержения Рахмона и что режим балансирует на грани краха. Президент усилил охрану и начал чистку в армии, пытаясь выявить всех потенциальных предателей. Тем временем в Кыргызстане новое руководство страны продолжало работу по восстановлению доверия к власти и укреплению демократических институтов. Президент Атамбаев выполнял свои предвыборные обещания, проводя реформы в различных сферах. Была создана независимая антикоррупционная комиссия, которая получила широкие полномочия по расследованию злоупотреблений чиновников. Несколько высокопоставленных чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию, что показало серьезность намерений нового руководства. Парламент принял ряд законов, направленных на повышение прозрачности принятия решений и усиление контроля за действиями исполнительной власти. Эти меры постепенно начали приносить результаты. Уровень доверия к власти медленно, но верно рос. В июле 2023 года между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновились переговоры по делимитации границы. На этот раз переговоры проходили в совершенно иной атмосфере. Обе стороны понимали, что любая попытка тайных договоренностей будет немедленно раскрыта и приведет к политическому кризису. Переговоры велись открыто, с участием международных экспертов и наблюдателей. Каждый шаг согласовывался с парламентами обеих стран и обсуждался в СМИ. Это был совершенно новый подход к решению пограничных споров, основанный на принципах прозрачности и взаимного уважения. Процесс шел медленно, но обе стороны были настроены на достижение справедливого и долгосрочного решения. К концу 2023 года стало ясно, что история с секретным протоколом имела далеко идущие последствия не только для Кыргызстана и Таджикистана, но и для всего региона Центральной Азии. Она показала, насколько опасными могут быть закулисные сделки и коррупция на высшем уровне власти. Она также продемонстрировала силу гражданского общества и важность свободных СМИ в борьбе с злоупотреблениями власти. Многие страны региона начали пересматривать свои подходы к управлению и прозрачности, понимая, что в современном мире невозможно долго скрывать правду. Международные организации усилили мониторинг ситуации в регионе, оказывая поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ. Что касается судьбы самого секретного протокола, то он стал символом того, как не должна функционировать власть в демократическом государстве. Копии документа хранятся в архивах международных организаций и используются в образовательных целях. Студенты политологических факультетов изучают эту историю как пример того, к каким последствиям может привести концентрация власти в руках одного человека и отсутствие эффективного контроля за его действиями. Документальные фильмы и книги, посвященные этой истории, получили международное признание и были переведены на множество языков. История секретного протокола Жапарова вошла в учебники как один из самых ярких примеров политической коррупции в постсоветском пространстве. Но самый важный вопрос остается открытым. Сколько еще подобных секретных соглашений существует в мире, о которых общественность ничего не знает? Сколько политиков в разных странах продолжают заключать тайные сделки, жертвуя национальными интересами ради личной выгоды? И что нужно сделать, чтобы предотвратить подобные злоупотребления в будущем? Эти вопросы не имеют простых ответов. Но опыт Кыргызстана показывает, что только активная гражданская позиция, свободные СМИ и сильные демократические институты могут защитить общество от тех, кто готов злоупотреблять властью. История секретного протокола стала уроком для всех, кто верит в демократию и правовое государство.
Сегодня, когда мы оглядываемся на события тех лет, становится ясно, что история с секретным протоколом была не просто политическим скандалом, а переломным моментом в истории Кыргызстана. Она заставила общество проснуться и осознать, что демократия — это не подарок, который дается раз и навсегда, а результат постоянной борьбы и бдительности. Она показала, что народ имеет силу изменить ход истории, если он объединяется и требует справедливости. И она напомнила всем политикам, что власть — это не привилегия, а ответственность перед народом, который эту власть доверил. Будут ли усвоены эти уроки? Время покажет. Но одно можно сказать с уверенностью: история секретного протокола Жапарова навсегда останется в памяти народа как напоминание о цене свободы и важности защиты демократических ценностей.